Александр Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в Югдиевке. Доброе утро. У нас на сегодняшний момент с начала пандемии в республике зарегистрировано 2968 случаев коронавирусной инфекции, из них за последние сутки 70. Из этих 70 60 приходится на город Якутск, по 3 случая в Алданском и Намском районе и в нескольких районах единичные случаи. Мы можем сейчас сказать, что по уровню тестирования мы остаемся одними из лучших регионов в стране. За последние сутки свыше 4000 тестов проведено. Это позволяет нам выявлять как раз болезнь на ранних стадиях, бессимптомных. В этой связи я хочу сказать, что, к сожалению, за последние дни мы видим очень тревожную тенденцию увеличения количества больных детей. Если у нас сейчас на излечении находится порядка свыше 1500 людей, в общей сложности из них 800 в стационарах и 700 амбулаторно, то из этих 1500 у нас 23% составляют дети. Среди тех, кто проходит амбулаторно, у нас 36% составляют сейчас дети. Дети в основном переносят эту болезнь легко, бессимптомно, но при этом они как раз и являются во многих случаях источниками принесения инфекции внутрь семьи и дальнейшего заражения и серьезных осложнений. Сейчас тем более достаточно много детей выезжает из Якутска в районы на летние каникулы, и мы предполагаем и видим уже в некоторых районах как раз привнесение болезни в район через детей. Я сегодня дал поручение Минздраву совместно с главами муниципальных районов отработать вопросы двухнедельного наблюдения за детьми на местах, особенно за теми, кто приезжает из города в районы. Это нужно как для сохранения здоровья детей, так и для сохранения здоровья старшего поколения и в целом для улучшения эпидситуации в нашей республике. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией об эпидобстановке в регионе на день 13 июня. Теперь к другим новостям. Правительство России одобрило проект распоряжения о выплатах медработникам. Финансовую поддержку окажут тем, кто участвовал в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Принятие проекта распоряжения позволит поддержать и лиц из группы риска. Средства выделят из резервного фонда правительства страны. Отметим,